Шамшбзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 11-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях, в том числе на YouTube. Подписывайтесь на группы Абаза Бызжа и Алашара, ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, на сегодняшнем занятии мы с вами изучим пословицу на родном языке. Сделаем короткое упражнение на переписывание и освоим, как строится вопросительная конструкция на абазинском языке. Кроме этого, мы планируем разобрать, как формируются относительные и качественные прилагательные на родном языке. Итак, начнем с пословицы. Пословица на родном языке ажаж. Ажаж. Да? Давайте сразу запишем ажаж. Чем чаще мы с вами будем писать, мы с вами это уже знаем, тем быстрее наступит прогресс в изучении родного языка. А это именно то, что нам с вами нужно. Итак, в слове ажаж дважды встречается буква Ж. Буква Ж пишется с помощью двух букв русского алфавита – Ж и В. Произношение буквы Ж легко запомнить, используя слово-подсказку. Ж, то есть корова, да, пишется как ЖВ, а читается как Ж. Итак, теперь всякий раз, когда вы будете встречать в тексте, в каком-то слове вместе две буквы Ж и В, то вам сразу станет понятно, что это не отдельно две буквы, а буква Ж. Буква Ж. И читается она как в слове «ж», как в слове «корова», «ж». Итак, записывайте ажаж, пословица, «ж», корова. Молодцы. Теперь давайте приступим к самой пословице. На сегодня нас ждет вот следующая пословица. Дырра зму адуней едуней. Дырра зму адуней едуней. Тот, кто обладает знанием, обладает миром. Такая вот хорошая пословица у нас сегодня. Итак, обратите внимание сначала на буквы. Встречаем ли мы здесь где-то какие-то интересные буквы, которые требуют нашего особого внимания? Я вижу только букву П. Буква П пишется как П палочка. Да? П палочка. Значит, как бы нам сделать так, чтобы нам было легче запомнить произношение этой буквы? Значит, я предлагаю воспользоваться словом прп. Прп на абазинском клюква. Теперь, когда вы будете встречать в тексте букву П, которая пишется как П-палочка, у вас не будет возникать сомнений о том, как она произносится. А произносится она как в слове прп. Прп. Давайте потренируемся все вместе. Давайте я буду говорить, а вы будете стараться повторять за мной. Прп. 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 Клюква. Да? Теперь давайте все вместе прочитаем пословицу и потренируемся в произношении. Дырра зму адуней едуней. Дырра зму адуней едуней. Молодцы. Повторяйте за мной, не стесняйтесь. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. А мы с вами не будем бояться произнести что-то неправильно, потому что это все неотъемлемые элементы обучения. Дырра зму адуней едуней. Молодцы. Отлично. Теперь у нас по плану следующий раздел занятия. У нас сегодня переписывание. Итак, давайте сначала вспомним, как на абазинском языке
сказать переписывание. Переписывание аквелара. Аквелара. Давайте для начала запишем само это слово. Аквелара. Аквелара. Угу. Молодцы. А теперь давайте разберем это слово. Значит, в слове аквелара мы видим 3 интересных звука. Первый звук, который привлекает наше внимание, это звук х. Давайте посмотрим, как же он пишется. Пишется он с помощью 2 букв русского алфавита. Буква х и твердый знак. Читается как звук х. Как в слове хлпа. Хлпа. Да? Значит, х твердый знак. Этот звук х. Как в слове хлпа. Следующий звук, который привлекает наше внимание, который нам любопытен, это звук г. Звук г пишется с помощью букв г, палочка, в. Г, палочка, в. Это звук г. Значит, смотрите, мы поняли, как пишется этот звук. Давайте попробуем запомнить, как он произносится. У нас есть слово-подсказка для этого. Слово вяра. Вяра. Вяра – это гнездо. Итак, когда мы с вами теперь увидим в тексте где-то букву Г, палочка, В, мы сразу поймем, да, что это буква Г. Для того, чтобы не путаться, мы вспомним слово «вяра» и сразу вспомним, как оно точно произносится, как эта буква точно произносится. Вяра. Следующая буква в этом слове – это буква Г. Видите, пишется как Г, палочка. Г, палочка. И в этом случае слово подсказка у нас гапн, то есть Г, палочка – это буква Г. Пишется как Г, палочка, да, а произносится как гапн. Г, гапн. Итак, в результате работы с этим слайдом у вас должно быть записано 4 слова. Первое слово аквелара, потом хлпа, шапка, вяра, гнездо, гапн, весна. Весна. Молодцы. Теперь давайте приступим к самому переписыванию. Адыгя, черкес, черкешенка. Апсуа, абхаз, абхазка. Англез, англичанка, англичанин. Трк, турок, турчанка. Гараб, араб, арабка. Обратите внимание на интересные звуки в этих словах. Звук г в слове адыгя пишется как г, мягкий знак. Звук л в слове англез пишется как л, мягкий знак. Звук к в слове трк пишется как кв. Можем вспомнить, что звук к, у нас есть слово подсказка для этого к, крыша, да? К, крыша, пишется как кв. Гарб, араб, арабка, гарб. Здесь интересный звук г. Значит, смотрите, как пишется звук г, как г с палочкой. Давайте попытаемся вспомнить, проходили ли мы какое-нибудь слово-подсказку для этого звука, для звука г. Конечно, проходили г, гапн. Молодцы. Двигаемся дальше. Апсн, Абхазия. Тркшта, Тркшта, Турция. Дырра, знание. Аднхалра, работать над чем-то. Чажара, говорить. Апсн, Абхазия. Тркшта,
Турция. Дырра – знание. Аднхалра – работать над чем-то. Чажера – говорить. Итак, давайте подумаем, посмотрим, какие звуки здесь для нас интересные. Звук «к» в первую очередь. Звук «к» у нас, смотрите, есть слово подсказка. «К». Как «к» переводится как «крыша». Теперь, когда мы с вами увидим две буквы вместе, буквы «к» и «в», мы поймем, что это буква «к», и читается она как в слове «к» – «крыша». Дальше у нас есть звук «ч», «ч», «в». Вот как он пишется, с помощью двух букв русского алфавита «ч», «в». И слово «подсказка» у нас для этого звука слово «чмла», «чмла», лестница. То есть, когда мы видим букву «ч», две буквы вместе «ч», «в», мы сразу понимаем, что эта буква «ч», и читается она как в слове «чмла», «ч», «чмла». И последний звук на этом слайде, который нас интересует, это звук «ж». Звук «ж» пишется как «жв», а читается как в слове «ж», «корова». Вот легко так вот мы с вами и разобрали, значит, да, этот слайд. Теперь двигаемся к следующему слайду. Здесь все эти слова нам тоже требуется переписать. После того, как мы с вами их перепишем, мы с вами попытаемся, обратить внимание на буквы, которые нас интересуют, и попытаемся их разобрать. То есть работаем по уже привычной для нас схеме. Первое слово – «зачея». «Зачея». Повторяйте за мной. «Зачея». Следующее слово – «дызда». 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 Оба слова переводятся как «кто». Значит, и слово «зачея», и слово «дызда» переводится как «кто». Значит, смотрите, что интересно. Здесь сразу, давайте не забегая вперед, обратим внимание на звук «ч». Какое у нас есть слово «подсказка» для этого звука? Слово «ча». «Ча». Яблоко. Итак, «дзачия», «дызда». Звук «ч» пишется как «ч», палочка «в», и читается как «ч». Слово подсказка «ча». Следующее слово «абадырра». Знакомить с кем-либо, да, быть знакомым с кем-то. «Абадырра». Следующее слово «бзазара». Жить. «Бзазара». Следующее слово «амазара». Иметь. Так, переписывайте эти слова, обращайте внимание на новые звуки. Здесь у нас на этом слайде звук всего лишь один новый и незнакомый. Это звук «ч», который пишется как «ч» палочка «в» и читается как «ч», «ч», «ча». Теперь мы с вами подошли к следующему разделу грамматики. На сегодняшнем занятии у нас интересная программа довольно-таки. Давайте подумаем, как, на ваш взгляд, формируются прилагательные, относительные, качественные на абазинском языке. То есть в чем разница формирования относительных и качественных прилагательных в абазинском языке. Смотрите, значит, какое правило. Когда дело касается относительных прилагательных, которые обозначают отношение к другому существительному, например, принадлежность к национальности, да, то эти прилагательные ставятся перед существительным. К примеру, абаза газет, асатин кат.
Видите, прилагательное «абаза» стоит перед существительным «газет». Прилагательное «осетин», осетинский, аул, да, осетинский, то есть стоит перед существительным аул, кт. Абаза газет, осетин, кт. Что же касается качественных прилагательных, то там все с точностью до наоборот. Качественный прилагательный ставится, как правило, после существительного. Например, саби хоц. Видите? Книга бзи. Саби хоц. Это маленький ребенок. Сначала мы ставим существительное, а потом ставим прилагательное. Это потому, что речь идет о качественном прилагательном. Книга бзи. Аналогичная система. Разобрались, да? Теперь давайте подумаем, узнаем, как строится вопросительная конструкция на абазинском языке. Вот на примере следующего короткого диалога. У абазума шта сабаза. Ты абазин? Да, я абазин. У абазума шта сабаза. Ты абазин? Да, я абазин. Итак, значит, что теперь? Здесь обратим внимание быстренько на звук П. П-палочка, да? Слово подсказка у нас ПРП. Мы ее просто запомним, мы уже знаем ее. Давайте вот что послушаем. Значит, на этом примере видно, что вопросительная форма, вопросительная конструкция может быть образована от основы ПРП, извините, что на этом примере видно, что вопросительная форма может быть образована от основы смыслового слова, в данном случае это слово «абаза», с добавлением к этой основе суффикса «ума». То есть мы берем основу слова «абаза», прибавляем суффикс «ума». Так как мы обращаемся к мужчине, да, вот предыдущий пример «вабазум», это мы обращаемся к мужчине, откуда берется «у» в начале этого слова? Вот откуда. От местоимения «уара». «Уара». К нему прибавляем «абаза», к нему прибавляем суффикс «ума», получаем «вабазума». Вот как такая простая конструкция. Эта конструкция справедлива также в общем смысле. Значит, давайте потренируемся на примере глагола абадра, знать друг друга, да, быть знакомым. Прибавляем к нему суффикс ума. Что получается? Давайте мы, предположим, хотим спросить, знакомы ли вы? Вы знакомы? Значит, вы на абазинском шара, абадра, знать друг друга, да, быть знакомым. Суффикс ума. Получаем шабадерума, шабадерума, шта хабадырит. Шта хабадырит. Вот как это работает. Значит, в слове хабадырит это мы знакомы, да? Х, хара. Вот откуда берется х. Х палочка, хабадырит. Т пишется как т палочка. Вот. Молодцы. Сегодня мы с вами разобрали две такие несложные, но очень важные конструкции в абазинском языке. Давайте перейдем теперь к диалогу. Диалог на абазинском языке айчажара. Айчажара. Значит, какие интересные звуки мы встречаем в этом слове? Давайте сначала запишем слово айчажара. И обратим внимание на звук ч. Звук ч. Слово подсказка чарта. Звук ж. Слово подсказка ж. Приступим. Шамиль, Аслан Дабау, Черкесск Дауаб. Шамиль, где живет Аслан? В Черкесске. Давайте вы будете... сейчас мы с вами прочитаем. Мы с вами достаточно пописали на сегодняшнем занятии. Давайте попрактикуемся в произношении. Шамиль, Аслан Дабау, Черкесск Дауаб. П-прп. Помните? П-прп.
Ядрес удорума. Шта, а города кта-тап. Ты знаешь его адрес? Да, он живет в центре. И адрес удорума. Шта, а города кта-тап. Ядрес удорума. Шта, а города кта-тап. Итак, звук К, который я здесь выделила, пишется как КВ, читается как К. Слово подсказка у нас К крыша, да? Потом ТА, П, клюква. Пишется как П палочка. И телефон, а номер УОММа, считай самоп. У тебя есть номер его телефона? Да, есть. Давайте повторяйте за мной. И телефон, а номер УОММа, считай самоп. И телефон, а номер УОММа, считай самоп. И самоп. Пишется как П палочка, да? Давайте теперь вспомним, как пишутся эти цифры. Значит, когда мы говорим, хотим назвать номер телефона на абазинском языке, мы называем его так: 8-928-387-1673. Давайте заодно вспомним счет до 10. Итак, как на абазинском языке 8? Вспоминайте. 8. 8. Как будет 8 на абазинском языке? Аба. Как будет 9? Давайте тоже включайтесь, думайте, потому что это как раз-таки то, что вам поможет быстренько освоить родной язык с большим выхлопом, скажем так. 9. Жба. 2. Льба. 8. Ахба. 3. Хпа. 8. Ахба. 7. Бэжба. 1. Зак. 6. Цба. 7. Бэжба. 3. Хпа. Давайте еще раз прочитаем название цифр. Ахба. Жба. Льба. Ахба. Хпа. Ахба. Бэжба. Зак. Цба. Бэжба. Хпа. В слове «г» мы видим звук «г», пишется как «г» палочка «в». Помните, мы на этом занятии проходили его, и слово подсказка у нас было к этому слову «г», «вяра», гнездо, да? То есть произносится как в слове «вяра», «г», «вяра». В слове 8 «ахба» мы видим звук «г». Звук «г» пишется как «г»-палочка, да? А произносится «г». Слово подсказка, если вы помните, «г-хапн». «Г-хапн» – весна. Потом в слове 9 «жба». Звук «ж». Помните, как наша корова, милая коровка, которая нам помогает запомнить звук «ж». Пишется как «ж-в». В слове 2 мы снова встречаем звук «л». Звук «л», как в слове «й», как в слове «вяра». Пишется как «г» «в». Потом в слове «ахба» мы снова встречаем звук «г», «г» да? «Ахба», «г», «хапн». «Хапн» – это весна. «Хпа». Обратите внимание здесь просто на то, как читается буква «х». Она читается звонко. Потом снова мы встречаем 8. Ахба. Мы уже выучили это, то, что 8 на абазинском ахба, да? Звук х, как в слове гапн, пишется как г-палочка. Потом бэжба, ж, звук ж пишется как ж мягкий знак. В слове зак, звук к пишется как к-палочка. Зак. Цба, 6. Цба 6. Бэжба, еще раз повторим. Бэжба, звук ж пишется как ж мягкий знак. И звук хпа, слово хпа, пишется как слышится. Единственное, что звук х читается как звонкий его вариант.
Итак, молодцы, очень хорошо сегодня поработали. Напоминаю вам, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях и, конечно, на канале YouTube. Подписывайтесь на группы Абаза Бызжа и Алашара, ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах туши за расход.